Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео засекреченные 532 казаха, узбека, таджика. Их первыми бросили в пекло афганской войны. Давайте посмотрим, увидим, что здесь покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Смотрим, друзья. Результат поиска фильмов об афганской войне. Война, развязанная СССР в 1979 году против афганского народа, унесшая 2 миллиона жизней. Мы не будем вдаваться в политику тех времен, нас интересует настоящее время, как преподносят ту войну средства пропаганды России посредством фильмов. У зрителей формируют мнение, будто бы в войне от СССР участвовали в основном лица славянской внешности. Давайте разбираться, так ли это на самом деле на примере самого яркого эпизода войны. Для понимания истории начнем издалека. С IV века нашей эры и до XIX века территории современного Ирана, Пакистана и Афганистана были под контролем тюркских государств, таких как Белые гунны, тюркский каганат, сельджуки, газневиды, хулагуиды, тимуриды, сефевиды, каджары, афшариды. В XVIII веке территория Афганистана, Ирана и Пакистана была территорией тюркского государства афшаридов, самым ярким представителем которых был Надир-шах. После смерти тюрка Надир-шаха его некогда верный полководец Ахмад-шах Дурани решил воспользоваться случаем и отделился от государства афшаридов, основав Дуранийскую империю на территории современного Афганистана и Пакистана. Дурани, сам будучи этническим пуштуном, опирался на тюркскую армию Кызылбашей, а государство по факту было тюркским с таким же строем, как и у афшарида Надир-шаха. Именно Дуранийская империя является предтечей государства, которое потом назовут Афганистан. Конец XVIII века, начало XIX характеризуется ослаблением тюркского влияния на мировую политику. Это коснулось и территорий персоязычных народов. В эту эпоху персоязычные народы Ирана, Пакистана, Афганистана начинают вытеснять тюрок с главенствующих позиций, сами тюрки, смешиваясь с иранскими народами, иранизируются. Потеряв к началу XIX века тюркский военный элемент, Дуранийская империя распалась на ряд афганских ханств. К 1919 году, после череды англо-афганских войн, Афганистан становится протекторатом Великобритании под названием Эмират Афганистан. В 1926 году в Афганистане восстанавливается монархия под новым названием Королевство Афганистан, где самый долгий период в 40 лет будет править Захир-шах. Правление Захир-шаха считается самым спокойным и стабильным временем в 20 веке для афганского народа. Находясь на стыке влияний Англии, Ирана и СССР, Захир-шах проводил политику европеизации общества, безуспешно продвигал свой родной пуштунский язык, борясь с влиянием иранского языка. Именно при Захир-шахе сделаны знаменитые фотографии афганских девушек в Кабуле. В 1973 году двоюродный брат короля Захир-шаха Мохаммед Дауд инициировал государственный переворот с целью свержения монархии. Захир-шах не стал сопротивляться и официально отрекся от престола. Афганистан был провозглашен республикой, первым президентом которой стал Мухаммед Дауд. К 1977 году отношения Афганистана осложнились с СССР и началось сближение с западными странами, что в 1978 году привело к военному перевороту в стране, проведенному не без помощи Москвы. Мухаммед Дауд был казнен, а в Афганистане началась многолетняя война. При помощи Москвы в Афганистане встали в управление просоветские политики. Первым генеральным секретарем Афганистана стал Нур Мохаммад Тараки, который, проводя марксистскую политику, вызвал массовое недовольство в стране. Спустя год Нур Мохаммад Тараки был свергнут и казнен, а вместо него руководителем страны стал Хафизулла Амин. Военный переворот против советского ставленника не мог понравиться советским лидерам, и уже спустя 3 месяца СССР произвел штурм дворца Амина. Так началась афганская война, унесшая более 2 миллионов жизней. Теперь, после краткого курса афганской истории, вернемся с того, с чего начинали, какое отношение имеют тюрки к афганской войне. Для проведения таких операций, как штурм дворца Амина, советскому правительству нужны были солдаты азиатской внешности, которые могли слиться с местным афганским населением. Для этих целей были созданы мусульманские батальоны. По официальным данным, первый мусульманский батальон был сформирован в Узбекской ССР из таджиков, узбеков и туркмен. Второй мусульманский батальон был сформирован в Казахской ССР из тюркских народов, в основном из казахов и уйгур. Именно первый мусульманский батальон был брошен советским правительством первым на штурм дворца Амина. Обратите внимание, что батальон формировался из таджиков,
туркмен и узбеков в городе Черчике Ташкентской области. Вы скажете, при чем здесь казахи? Бостанлыкский район, населенный тотально казахами, был в 1956 году передан Узбекской СССР, и по приказу Шарафа Рашидова казахи по паспорту были переписаны в узбеков. Таким образом, в пекло Афганистана первыми на штурм были брошены не доблестные красивые киногерои-славяне, а 532 солдата азиатского происхождения, таджики, туркмены, узбеки и переписанные в узбеков черчикские казахи. Да, друзья, наверное, какая страна снимает фильм, та и страна под себя подписывает всю пропаганду, или как она переписывает, старается показать, что это они все там были и все такое. Я много общался с различными, да, людьми, именно те люди, которые воевали в Афганистане, друзья. Именно общался даже с казахом, который был командиром подразделения, и он рассказывал, он говорит, что, представьте, он хоть был командиром, но он понимал, он сейчас уже это говорит, что я не понимал вообще за что, почему, как. Почему мы идем на чужую землю, к чужим людям под предлогом там каких-то лозунгов, кого-то там защищать? Это же, говорит, ихняя земля была, и они это осознают. Но некоторые люди, с теми, которыми я общался, они не осознают этого, что они приходили на чужую землю, за что они боролись, да, за что они, какие они принципы хотели защитить, кого они хотели защитить на чужой земле. Они этого не осознают, они говорят, это правильно, что мы там были, что мы там это. Разные люди есть, да, но те люди, которые приходят на чужую землю и воюют, да, и ну, убивают коренное население, мирное население той земли. Им можно задавать, тем людям, которые пришли на чужую землю, за что вы воевали, можно задавать. А тем людям, которые защищали свою землю, задать вопрос, за что вы воевали, наверное, каждый подумает, ты, ну, в своем уме такие вопросы задавать. И я задавал вот такие вопросы, за что вы, за что, вот. Одни говорили одно, другие другое. Это же, конечно же, ну, как сказать, печально, что некоторые не осознают, что они и шли под дудку, да, советской власти, под какие-то там принципы, которые им хотелось, да, верхушкам отстоять или еще что-то. Они не думали за мирное население, они не думали за тех, кого они туда отправляют, да, сколько тоже там погибло военных солдат и за что они погибли. Ну, это печально, друзья, это печально. Конечно же, может кто-то сейчас посмотрит меня, те люди, которые были в афганской войне, и могут написать различные комментарии. Может кто-то смотрит меня и вот задать вам вопрос, за что вы пришли туда, в Афганистан, воевать. Интересно просто для себя узнать. И мы почитаем комментарии. Может для людей тоже будет интересно почитать комментарии и узнать. Может нам откроются глаза, что так правильно делать, приходить на чужую землю и отстаивать какие-то чужие позиции, или может кто-то осознанно уже сейчас понимает, что это было неправильно, просто выполняли приказ, потому что не было куда деться. Вот так, друзья. Очень интересно будет почитать комментарии. Никого не хочу осуждать, друзья, потому что тогда было такие времена, что не выполняешь приказ,
различные способы были, что ты его по-любому будешь выполнять, и приказы выполнялись, и в людей тогда тоже такой патриотизм был вызванный, да, какими-то историями, какими-то пропагандой. Ну, больше всего пропагандой было вызвано патриотизм, и они вот под лозунгами этого патриотизма шли на чужую землю защищать непонятно кого. Друзья, вот так. Обязательно, друзья, в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам, друзья. Берегите себя. До встречи.